Свято-Вознесенский храм в столичном местечке Кочман был полон еще за час до начала службы. Действовавший даже в тяжелые годы репрессий и Великой Отечественной войны, он пользуется особой любовью верующих, как намоленное место. И в эту праздничную ночь он объединил людей разных поколений, национальностей и социальных слоев. Это праздник великий. Для нас это радость для всех. То есть те, кто верует об этом, то есть для нас это всегда чтим это. В нашей православной традиции Пасха – это основной праздник. В этот день, примерно 2000 лет назад, воскрес Иисус Христос. И тем самым, в общем-то, положил начало новой совершенно эпохи. Так что важнейший праздник, о чем тут говорить. Пасхальное богослужение началось с чтения полуночницы и канона Великой Субботы. Затем в алтарь поместили символическую плащаницу, в которую, как повествует Евангелие, было завернуто тело Христа. Там она пробудет 40 дней. Наступление Святого Воскресения во всех православных храмах ознаменовалось крестным ходом и колокольным звоном. В столичном местечке Кируль в шествии вокруг церкви Вознесения Господня, построенной еще 2 века назад, приняли участие несколько сотен верующих. За порядком, наряду с полицейскими, уже традиционно следили казаки. Казаки, они у нас как воины Христовы, и мы действительно несем сейчас службу практически по всем храмам города Сыктывкара. В данное время у нас даже один из штаба, он отправлен в Усинск, тоже там на организацию этой службы. Необычайно радостно праздновали Пасху в Троицком храме в сыктывкарском местечке Давпан. Это первая пасхальная служба в новом здании, которое строили всем миром в течение нескольких лет. Христос воскресе из мертвых, смертью всех поправ, и сущего гробе живот даровав. Православная община поселка Нижний Чов собралась в здании бывшего клуба, а ныне храма Рождества Христова. За последние десятилетия он превратился в центр притяжения не только верующих взрослых, но и ребятишек. Они охотно посещают детский патриотический центр «Родник». Христос воскрес! Главный храм республики, Свято-Стефановский кафедральный собор, в эту ночь тоже едва вмещал всех желающих. Кульминацией празднования Святого Воскресения Господня стал благодатный огонь, который ежегодно необъяснимым образом на Пасху зажигается в Иерусалиме. Его архиепископу Сыктывкарскому и коми-зарянскому Петериму передал глава коми Сергей Гапликов. Как обещал Сергей Анатольевич, вас очень-очень поблагодарить. Божие вам благословение, а мы пойдем зажигать на престоле. В считанные минуты благодатный огонь разошелся по храму. От него прихожане зажигали свечи и лампады, чтобы унести домой частичку этого пасхального чуда. Сегодня в этот торжественный день, держа в руках этот благодатный огонь, который озаряет нас не просто своим теплом, но и светом надежды, мы просим Христа простить нам наши прегрешения, конечно же, помочь нам в наших молитвах и, конечно же, озарить наш путь светлым Его именем, светлым Его Духом, с тем, чтобы наша жизнь стала лучше, чище, добрее. Завершились ночные праздничные богослужения освящением пасхальных куличей и крашеных яиц. Этим, по христианской традиции, ознаменовалось окончание одного из самых строгих в году постов. Наталья Литкевич, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.